Салам алейкум. Валейкум ассалам. Что делаешь? Смотрю, где можно было бы выходные провести. Круто. А ты слышал про Аркитай? Не слышал. Что за место? Это в Биное. Ну, посмотри в гугле. О, круто, ты там был, что ли? Да, там очень красиво. Ну, ты посмотри, повыбирай. Окей, Я ладно, пойду. спасибо. Давай. Алло, Алло, добрый день. здравствуйте. Я попал в турбазу Аркитай. Да, это мы. Девушка, Слушаем. я бы хотел у вас забронировать номер. Да, конечно. У нас есть одноместные и двухместные домики. Когда вам удобно, когда планируете приехать? Сегодня, через несколько часов. Отлично, ждем вас. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Вау, ну красота прям нереальная. Ради этого увидеть эту красоту действительно стоит проделать такой длинный путь. Кстати, на дорогу сюда от Грозного у нас ушло почти 2 часа. Даже заезжая сюда в Биной, можно встретить очень красивые места. Это и леса, реки, водопады и многое другое. Ну а мы первым делом немножко отдохнем, осмотрим наш номер и заодно вам покажем, какие условия здесь есть для отдыхающих. Пойдемте за мной. Так. Я почему-то был готов к тому, что здесь внутри одна большая комната, а здесь их сразу 3. И, пожалуй, мы начнем отсюда, и это спальня. Не то, что сам дом, но и вся мебель здесь сделана из дерева. Вот мы видим с вами большой шкаф для одежды и так далее. Также большая кровать, а здесь у нас задний двор, можно полюбоваться природой. Также не забыли и про коврик для намаза. Все чисто, уютно и прекрасно. Есть мягкая мебель, телевизор и, по всей вероятности, спутниковый. Да, правильно. И какая-то дверь, которая ведет неизвестно куда. А ведет она на веранду. Кстати, есть большой стол, где можно пообедать, покушать, посидеть или же просто полюбоваться природой. Смотрите, на этой территории в общем количестве 7 таких жилых домов, и все они построены из брусьев. Кроме того, на всей территории турбазы есть бесплатный Wi-Fi. Это река Ясси. Вода в ней настолько чистая, что можно разглядеть каждый камушек на дне. Соприкоснувшись с ней, ваше тело наполняется бодростью и природной энергией. С давних времен Ясси пьют и используют в быту, а ее целебная сила известна всем давно, что люди приезжают сюда из разных уголков страны.
Мало кто знает, но давным-давно один человек по имени Ахки построил мост через эту реку Яси, в связи с чем это место и получило свое название Ахкитей. Турбазу на этом участке открыли всего лишь год назад и уже пользуются огромной популярностью среди туристов, среди которых, кстати, можно встретить и иностранных. Прогуливаясь по турбазе, я познакомился с Ибрагимом Матаевым, который приехал из Норвегии. Здесь он впервые. Увиденный мужчина настолько вдохновился и влюбился в эту местность, что в следующий раз обещал взять с собой норвежских друзей. Мой друг посоветовал мне приехать посмотреть родные края, где я не был. Я только видел по телевизору, по ютубу смотрел, но не видел. Видеть одно своими глазами – это совсем другое. Очень красивое место. Чем больше я прогуливаюсь и осматриваю территорию, тем больше для меня открываются все новые и новые места. Особенно меня удивило то, что здесь открыли небольшой пруд, куда запустили форель, и любой желающий может сюда прийти, порыбачить. Рыбу, которую словили, из нее можно даже сделать шашлык или же забрать с собой домой. Пока мы осматривали территорию, отдыхающие уже давно разошлись по своим номерам. Даже несмотря на глубокую ночь, можно прогуляться, выйти на легкий бег перед сном или же просто посидеть наедине с природой. И для этого созданы все необходимые условия. Кстати, рассветы Биной бывают самые невероятные, и один из них наступит буквально через 2 часа и 40 минут. Встретить утро с чашкой горячего кофе в горном Биное. Что может быть лучше этого? Время пролетело быстро и с большим удовольствием, но и пришло время ехать домой. Эта местность оставила у меня незабываемые впечатления, и спустя многие годы буду вспоминать и рассказывать, что я здесь был, а ты?